от этого большое удовольствие, потому что в этом он видел смысл своей жизни. Поэтому, наверное, можно сказать, что он относился к типу людей, которые можно назвать музыкально-общественными деятелями. Вот. И он был очень энергичен в достижении своих целей, что меня всегда удивляло. Знаю я его очень давно, когда-то я преподавал в училище, у него теоретические дисциплины. Вот где-то с тех времен чувствовалась какая-то удивительная уверенность его в своем пути. И потом это все очень ярко проявлялось. Конечно, вот если я вспоминаю его контакты и с Союзом композиторов, это всегда был человек, готовый в любой момент прийти навстречу. Он участвовал часто во многих наших фестивалях, концертах. Он, допустим, организовывал небольшой коллектив, квинтет, например, для того, чтобы записать музыку к спектаклю. Вот так мы с ним создали записи к 2 спектаклям Национального театра. То есть в этом смысле работать было с ним легко. В 1993 году для крупного фестиваля Республики Поволжье и Урал он создал оркестр народных инструментов. Правда, это еще был не тот оркестр, который он создал потом, но когда он создал оркестр «Озорник Речь», это тоже было постоянно в программах произведений композиторов Удмуртии. Вот. И вот в 2003 году был такой же крупный фестиваль, тоже он участвовал с оркестром, всегда заинтересован. То есть он интересовался и современной музыкой, и традиционной музыкой, и классической музыкой. Вот. Действительно музыкант, деятель, и, конечно, в жизни, в культурной, музыкальной жизни республики его будет не хватать.